В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Кролинкова. Здравствуйте. Промышленность республики испытывает высокую потребность в кадрах, особенно в добывающем секторе – алмазы, золото, уголь, нефть, газ. Республика фокусируется на подготовке местных кадров в рамках программ «Местные кадры в промышленность». Какие специалисты наиболее востребованы и как работодатели промышленных предприятий привлекают местные кадры? Наш гость в студии Андрей Сычевский, заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Вот в прошлом году ваше министерство провело второй дальневосточный форум недропользования. Вот на полях форума подписано еще и соглашение о подготовке кадров для федерального проекта «Геология». И вот расскажите об этой инициативе, что она дает именно нашей Якутии, вот в целом республике. Что это соглашение дает? Хорошо, спасибо. На самом деле здесь не только одно соглашение, это был комплекс соглашений. То есть первое соглашение это с институтом Карпинского, федеральный институт, который занимается региональными работами, непосредственно на территории региона, участвует в рамках проекта «Геология. Возрождение легенды». Но помимо этого соглашения участвовали и компании, промышленные ведущие компании, которые ведут у нас работу. Это компания «Окта Групп», это компания «Нурголд», «Сахатранснефтегаз». Соглашение будет заключено с образовательными учреждениями Якутии. Это Северо-Восточный федеральный университет, Южно-Якутский территориальный комплекс, это Центр глобального образования, это наши школьники, где тоже мы видим будет потенциальный рост для профориентации. В общем, перспектив много. Конечно. Вот как обстоят дела именно с притоком кадров в геологическую отрасль республики, и наблюдается ли, может быть, интерес со стороны местной молодежи? Действительно, здесь проводится большая работа. Мы ведем, и в прошлом году начали уже пилот даже с детских садиков. То есть, начиная работу с нашими детками, показываем, какие минералы, породы есть, где это находится, как это интересно, как это появилось, то есть, и заканчивая уже работы с студентами техникумов, высших образовательных учреждений. То есть мы сейчас охватываем, по сути, все ветки образования. Много инициатив, много мероприятий внутри года у нас и геологические олимпиады, олимпиады по промышленности. Мы проводим много лекций, выездных мероприятий, геологические елки, проводим ночь музея, тоже такой отличный формат, который детям очень нравится. То есть вы прямо от школьников до студентов? Да. Андрей Викторович, какие факторы именно привлекают молодых при выборе на работу в промышленности? Может, поделитесь? Не секрет, что в промышленности одна из самых больших зарплат у нас в регионе. То есть в среднем это от 150 до 200 тысяч рублей уже опытный специалист могут получать. Но помимо заработной платы мы понимаем, что промышленность — это наше будущее, соответственно, это стабильность для тех жителей, которые выбрали это направление как базовое для работы, для обучения. Это возможный кадровый рост, это развитие как специалистов, а также компании понимают, оказывают, конечно, и помощь в социальной поддержке, это в съеме жилья, представлении каких-то улучшенных жилищных условий, выплаты материальной помощи, компенсации проездов. У многих компаний такая программа есть, и она активно работает. И плюсов действительно очень много. И как мы знаем, для современной молодежи важен комфорт. И как недропользователи привлекают и удерживают именно молодых якутян, и как работодатели промышленных предприятий меняют имидж ради этого для поколения зумеров, так сказать. Здесь, конечно, да, очень много активности на самом деле проводится, и фестивали, то есть и компании активно проводят. То есть, помимо этого, очень важно, чтобы специалист, когда пришел на работу, за ним кто-то смотрел, чтобы развивать институт наставничества. Есть программы по
адаптации на рабочем месте, чтобы было комфортно, там, удобно и уже в рабочее направление там, да, сотрудник хотел более легко и понятно для него. Но помимо этого, в целом компании работают над комфортными условиями труда и нетрудовой деятельности. Например, ну, помимо того, что представляет какие-то квартиры, там, служебное жилье, помещения в общежитиях, есть отдельные целые вахтовые городки, такие как у компании «Якутуголь», «Псиридар», «Тасырях», нефтегазодобычи и других, которые, по сути, функционируют уже как мини-города. Там есть все, там есть спортивные комплексы, бассейны, салоны красоты, там, аэропорт. То есть, по сути, такие вот мини-центры жизни и работы, которые позволяют комфортно проводить время нашим жителям при выполнении своих служебных обязанностей. Городок в городке, как да. будто бы, да? Какие шаги предпринимает именно ваше министерство для привлечения кадров в геологию Якутии? И вот сколько специалистов работают именно в этой отрасли? Здесь, конечно же, у нас работает концепция сквозной профориентации. Она была принята нашим министерством в сотрудничестве с промышленными компаниями. Здесь, как я говорил, уже мы работаем и с маленькими детьми, там, да, с детского садика, со школы. Открыт у нас первый геологический класс в городе Якутске. В прошлом году была поддержана инициатива регионом по созданию первого геологообразовательного комплекса на территории городского округа, там, да, который будет включать в себя геологический класс, музей, сквер, там, да, и много там других активностей. Мы проводим геологические олимпиады в регионе там, для 5, 6 и 9, 11 классов. Проводим много таких мероприятий, которые помогают устроиться потом дальше нашим выпускникам. Много лекций с компаниями, сами выезжаем в городе, в районе. При этом нас очень активно поддерживают федеральные госорганы. К примеру, в прошлом году на нашу геологическую елку, первую геологическую елку, открывал ее руководитель Федерального агентства по недропользованию Казанов Олег Владимирович. То есть это такое достаточно знаковое мероприятие было. Дети были довольны, рады, что к ним такое внимание. Андрей Викторович, ежегодно министерство проводит олимпиады по геологии, да? Что это дает школьникам? Какой эффект они получают? Какой может быть интерес их со стороны? Что говорят? Что им нравится больше всего? Действительно, здесь помимо самого участия, то есть возможность проявить себя, показать там наилучшие результаты и получить какие-то там небольшие плюшки, бонусы там, да, материального характера. Это возможность и будущей практики в компаниях, это возможность будущего потом участия уже в российских олимпиадах школьников, российских соревнованиях среди студентов. И что очень важно сейчас, особенно для выпускников, это возможность получить дополнительные баллы для поступления как внутри Якутии, там, да, то есть в университет северо-восточный, так и ведущие вузы России. Понятно, что их перечень пока ограничен, но ежегодно мы их расширяем. Я уверен, что эта работа будет продолжаться дальше. Интерес от школьников есть, да? Да, мы видим ежегодно, что количество школьников в наших предприятиях только увеличится. Ничего себе. Чаще всего промышленные компании берут на работу выпускников колледжей и техникумов, да? Им важно, чтобы специалист отвечал реальным запросам. Как с этим обстоит ситуация конкретно в регионе вообще? Действительно, здесь проводится комплекс мероприятий. Первое — это работа со школами. У нас на территории Якутии открыто более 20 профильных классов. Это классы Роснефть, это
классы Алроса, классы ЯТЭК, Сахатранс, нефтегаз и так далее. То есть уже проводится работа в школе, мотивация, заряжает энергией, показывает, что это такое, что промышленность, как она работает, и в целом показывает миссию компании, где потом будущие школьники могут прийти на работу и устроиться. Вот. И следующий блок — это работа непосредственно с вузами, там, да, то есть создаются определенные лаборатории, классы, там, да, где уже можно применять инструменты, которые есть в практике компании. Вот, вот так вот комплексно там, да, компания сейчас сотрудничает, скажем так, с молодежью, там, да, с выпускниками школ в том числе. А по поводу студентов, да, вот вы сразу оправдываете их желание, то есть, а вы как вот им видео показываете, наверное, да, или там, может быть, что-то вот пощупать своими руками они могут, или потом к вам, может быть, на экскурсию пойти куда-нибудь в министерство, Ну, или... Конечно, мы здесь открыты для школьников, для студентов. У нас даже прошлого года мы выпускаем атлас профессий. Цифровой атлас, где наглядным, доступным языком для молодежи показано, эта профессия что дает, а вот это что, а какая зарплата, а где можно вот, устроиться. Да. То есть это очень важно, чтобы не просто где-то там они увидели, посмотреть, что-то комплексное в одном месте можно было посмотреть и для себя выбрать вектор направления, куда пойти дальше, в какую компанию пойти, что выбрать. Для себя. То есть достаточно, чтобы работать в этой отрасли, нужно закончить там 9 условно классов, пойти учиться в колледж, техникум и спокойно уже. Да, на самом деле сейчас очень большая потребность именно в кадрах специального звена. И вот особенно наши ведущие там колледжи там в Южной Якутии, там, да, то есть там, скажем так, студентов расхватывают уже на первых курсах, поэтому потребность есть, она очень большая. И здесь мы активно работаем с компаниями, чтобы те кадры, которые выпускаются, они отвечали со современным требованиям, там, да, и были максимально востребованы уже, скажем так, с первых курсов. Ага. Ну и самое главное, кадры нужны в промышленности всегда. Да. Спасибо, Андрей Викторович, что сегодня к нам пришли. Думаю, может, будущие студенты, школьники задумаются, чтобы поскорее вот в отрасль попасть к вам. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.